Мух1аммада. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Итак, продолжаем наш урок про семейство пророка, алейхи салату вассалам. И после переселения дочерей пророка, алейхи салату вассалам, с Мекки в Медину, пророк, алейхи салату вассалам, очень обрадовался, что увидел своих дочерей рядом с собой. Как мы в прошлом уроке рассказали, как Зайнаб, когда собиралась переселяться, ее мучали в пути, она обратно вернулась в Мекку, и потом она обратно, когда вылечилась, выздоровела, обратно вышла в путь. И дочь Зайнаба, Умама, и сын был у него Али. Пророк, алейхиссалату вассалам, очень любил детей, особенно детей своих дочерей. Эта дочь Умама, когда пророк, алейхиссалату вассалам, на намаз выходил, он ее брал с собой на своих плечах. Не стеснялся пророк, алейхиссалату вассалам. Вы можете представить себе сейчас кого-то влиятельного человека выходит перед обществом с ребенком на его шее. Даже он, когда в намазе, он на джамаат, на намаз в мечеть приходил, с ней. Когда на намазе на сужда упал, он голову пророка, алейхиссалату вассалам, не поднимал, пока она сама не спустится. Иногда сахабы долго ждали, на сужде. Да, ребенок залезал на шею, вот из-за любви к ней, пока она сама не спустится, сужда оставался. Представьте, сейчас какой-то имам такое сделает, джамаат за ним, что за него скажет? У тебя особый, что ли? Кроме у тебя никого детей нету? Нет, сахаба такой пророку не будет говорить никогда. Конечно, имам, он не должен с собой взять, сказать, как пророк делаю я сейчас. Нет, детей надо оставлять сзади или дома. Но все-таки пророк, алейхиссалату вассалам, показывает, любой случай бывает. Иногда бывает, дома нету мать, а имам же не может не присутствовать. Приходит с ребенком. На всякий случай, это всегда то, что пророк, алейхиссалату вассалам, дает нам понять о дозволенности в этом. Итак, сегодня, иншаллах, будем рассказывать, как Фатима, дочь пророка, алейхиссалату вассалам, вышла замуж. Ей уже исполнилось 18 лет, когда она переселилась в Медину. И посмотрим, сравним ее свадьбу и наших свадьб, которые наши современные. Она самая такая госпожа. Она ничем пророку не говорила: я дочь пророка, почему моя свадьба такая? И пророк не говорит: я пророк, моя дочь выйти должна замуж вот так, такие условия. Посмотрим, как она вышла замуж. Когда ей исполнилось 18 лет, кто приходит засватать, вы не представляете. Кто приходит засватать дочь пророка? Фатима. Все хотят, конечно, дочь пророка. Единственная, которая осталась. Приходит Абу Бакр, ради Аллаху, ровесник отца. Пророк, алейхиссалату вассалам, аккуратно сказал Абу Бакру: я жду повеления Аллаха. Что Аллах скажет, я этого жду. Мы понимаем, здесь не просто так выходит замуж дочеря пророка, сами по себе. Потом приходит Умар, ради Аллаху, опять намекает, что хочет жениться на Фатиме. В арабах такое, это никак нам дико смотрится. Даже вот взрослый человек как может засватать молодую, тем более дочь пророка. Вообще никто близко даже не только выгнал бы этого человека в наше время сейчас. У них это как обычно было. Взрослый человек женится на молодых. Но все-таки никто не хочет упустить такой шанс. Дочь пророка все-таки, несмотря, получится, ничто не проиграешь. Но пророк женился на дочь Аиши, на дочь Абу Бакра. Тоже по велению Аллаху, не от себя. Аллах повелел жениться на ней, Аише тоже, самому пророку, алейхиссалату. Когда все идет от Аллаха, мы уже все покорно должны подчиняться и молчать. После Умара, Абу Бакр и Умар попросили кого засватать? Они попросили, конечно, Али. Смотри, почему они сами попросили Али? Почему не они сами не поженились? Они переживают за дочь пророка. Они хотят самый достойный человек, чтобы женился на ней.
Они сами пошли, Али асхабы, говорит, какая у них любовь между собой, братство. Идут Али и говорит: Али, ты достоин жены. Пока кто-то тебя не опередит, иди засватай, ты двоюродный брат и самый близкий человек. И Али асхаба, и ансари, Мадина Ахлу, которые ансари, сахабы, они тоже попросили: Али, чего ждешь? Давай быстрее, бисмилля. И Али асхаба пошел, зашел домой к пророку, алейхиссалату вассалам, и салам дал, и пророку, алейкум ассалам, рахматуллах. Ответ ему и говорит: какая нужда у сына Абу Талиба? Пророк вот так сразу спросил. Али асхаба сказал: я вспомнил про твоей дочери Фатимы. Дал понять, что он намерением пришел, не так просто вспомнил. Пророк, алейхиссалату вассалам, Али асхабу сказал: мархабан ва ахля. Добро пожаловать и ахлу. Ну, не сказал дам, не выдам, дочку не сказал. А Умару сказал он: я жду веления Аллаха. И Абу Бакру так сказал. А Али асхабу не сказал: я жду веления Аллаха. Значит, пророк знал, за кого надо выдать. И когда он вернулся, ансар и сахаба спросили: что за тобой, Али? Что, ответ какой? Он сказал, пророк мне сказал: мархабан ва ахля, добро пожаловать, как по-нашему ахля ва сахля. И больше он ничего не добавил. Ну, асхабы сказали: ну, понятно же, я добро пожаловать, значит, он все тебе дал разрешение. И Али асхаб рассказывает, ради Аллаху анху, я засватал Фатиму пророку, алейхиссалату вассалам, и пророк мне сказал, говорит, после этого, когда он засватал: эй, Али, продай то, что у тебя есть. Но Али не был богатым. Как мы знаем, семейство Абу Талиб, как говорится, много было детей. Он свой щит, который здесь защищается, он продал это, и то, что дома есть, кое-что продал за 480 дирхам. Это очень мало денег. Это не динар, не золотой. Дирхам это то, что у себя есть, мало что продал. И пророк, алейхиссалату вассалам, повелел: за эти деньги купи арам эти духи, за одну часть купи одежду, за одну часть, чтобы был у них какой-то тазик для воды. Вамуджа фи джуррати, и пророк, алейхиссалату вассалам, взял одну вещь, как маленький кувшин, взял воду себе рот и полоскал рот, и обратно в кувшин вылил. И пророк, алейхиссалату вассалам, повелел им: вы обе искупайтесь этим водой. Это баракат пророка, алейхиссалату вассалам. Как мы знаем, часто показывал свои баракаты. Им повелел искупаться с этой водой. Дахаля Расулуллах аля Фатима. И пророк, алейхиссалату вассалам, после встречи Али, как в некоторых версиях, зашел к Фатиме и сказал: я Фатима, Али, сын Абу Талиба, вспомнил про тебя, то есть просит тебя. Фасакатат ридвануллах, и она молчала и постеснялась. Пророк понял все то, что она согласна. Видишь, здесь, хотя идет повеление от Аллаха, все-таки уважение человеку остается. Хоть дочь, обратной дороги по-любому нет, если это идет веление Аллаха. Но все-таки добровольно, чтобы она сама тоже хотела. И она довольна, получается. И начали готовиться. И посмотрим, что они готовили на свадьбу. Аиша, ради Аллаху анха, рассказывает, комната Фатимы была нижний песок, говорит. Это у них был пол, ламинат. Нижний такой песок. А дальше подушка была, говорит, как мы раньше у арабов была, кожаная внутри, чем-то вот так. И подушка была, говорит, который ставят на тахт, и которые спят на нем. И рахаин, который зерно раньше делали же муку, такой вещь тоже было, говорит, у него два. Васакаин, и два бурдюка для воды. И для кувшин, говорит, для кувшина тоже было, говорит. Сукаин, который пьют, и для питья были два, как это говорится, кувшин. И для бурдюка было, говорит. То, что было дома, вот это было, говорит. И была, говорит, дома такая не веревка, с палочкой была, говорит, такая вещь, чтобы одежды весить, шкаф-купе, получается. Такой. На нем они вешали свои бурдюки тоже водой, наверх они ставили вот так. Субханаллах, говорит, как удивительно, говорит, она вот замуж вышла,
сравнению с нашими дочерями. Он все-таки, пророк, алейхиссалату вассалам, мог бы самую большую свадьбу организовать даже. Сахаби, радийаллаху анхум, не жалели бы им деньги. Нет, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Инна дунья лайсат ли Мухаммадин». Это дунья не для Мухаммада. «Валя ли али Мухаммадин», и не для семейства пророка. Нам эта дунья не нужна. Пророк, алейхиссалату вассалам, не смотрел на эту дунья. И он говорил: если у меня была бы, говорит, как гора уход золота, на следующий день у меня ничего не осталось. И тот день Хамза, радийаллаху анху, кормил людей, то есть порезал 2 верблюда, чтобы кормить людей. И Айша, радийаллаху анха, рассказывает: мы поели, говорит, финики и это, то есть виноград. Это, альхамдулиллах, очень хорошо было, говорит. Самая лучшая свадьба. И как-нибудь, говорит, самая лучшая. Все люди, говорит, участвовали там, показывали свою радость. Потому что это веление Аллаха. Его сватали на небесах. Вабадаат, вот что удивительно, вот в наше время сейчас посмотреть, как отец, пророк, как поступал в этот день. Нам это как будто не то посмотрится, да? Как может отец вот так сам участвовать в таких делах? Ну, пророк, алейхиссалату вассалам, своим участвованием нам дает понимать, настолько важно семейство пророка, особенно дочь Фатима. Если мы это поймем, нам это особо нам не будет это вот удивительно. Пророк, алейхиссалату вассалам, вот посмотрите, свой верблюд Шахба, который называется самое хорошее верблюд, у него был, свой верблюд привез и говорит Фатиме: садись на ней, лимузин нету. И лимузин не нанимает, и не взят принес, и привез. Сам пророк на своей верблюде, а верблюд пророка тоже непростой верблюд. Как мы знаем, мечеть построили, где верблюд остановился. Тоже по воле Аллаха шагами. Свои шаги были по воле Аллаха, у верблюда тоже. Сумма кали, сам потом пророк говорит Салману Фариси: вот возьми за веревку, отвези ее до дома Али. Что удивительно, и пророк, алейхиссалату вассалам, за ними сам тоже идет, за верблюдом. И с ним есть дядя Хамзат, радийаллаху анху, и также сыновья некоторые из Бани Хашим. До дома Али довели, и пророк, алейхиссалату вассалам, повелел женщинам побольше читать Альхамдулиллах, Субханаллах, Аллаху Акбар. Ну, конечно, не громко, начинать благодатами. И все женщины, особенно жены пророка, алейхиссалату вассалам, они тоже очень стремились показать этот день радость. Не просто так. Потому что все знали, как не один раз пророк часто говорил: довольство Фатима, довольство Аллаха, довольство Фатима, довольство пророка, гнев Фатима. Они все стремятся, чтобы был пророк доволен. Если она радуется, и пророку порадуется. Итак, Аллахумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад вассалям. И они дошли до дома Фатимы. Там читали до дома Али. Дошли до дома Али. Женщины читали, говорят, нашиды. М-Мухсин, жена пророка, даже читала, говорит, там какой-то нашид. Сирна би ауни Аллахи джарати вашкурнаху фи кулли халат. Так, мы все идем с помощью Аллаха, и всегда благодарны Аллаху во всех наших делах, во всех наших отношениях. И так дальше читает арабские нашиды, чтобы веселить этот день. Когда Фатима зашла в дом Али, радийаллаху анху, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал своей дочери: «Ла тухдис ма ахлика шай'ан хатта талкани». О Фатима, чтобы между вами ничего не было, пока ты меня обратно не увидишь, говорит, муж и жена, вот, супружеские, чтобы такие отношения, чтобы не было. Приказ идет от пророка: пока ты меня не увидишь. Пророк, алейхиссалату вассалам, вернулся на ночной намаз, совершал джамаат намаз, и вааза читал в намазе. После этого вернулся обратно. Куда? Домой, к Фатиме. Сейчас. Итак, фадахала алейха фаламма дахала, когда пророк, алейхиссалату вассалам, зашел к ней,
все женщины, которые были рядом с Фатимой, они вышли. Осталась только одна, Асма бинт Амис. Она там в краю комнаты осталась. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивает, кто здесь осталась, кто она? Дочь Фатима спрашивает, она говорит, это Асма, дочь Амиса. Пророк, алейхиссалам, сказал, дочь Амиса? Она, да, дочь, говорит. Потом спрашивает, а ты почему не вышла, говорит? Все ушли, а ты почему не вышла? Она сказала, я Расулаллах, о посланник Аллаха, я охраняю твою дочь, говорит. Как у нас Абай Гатун бывает, кто-то остается с ней. Поистине, когда девочки замуж выходят, им рядом, близко, когда стучат или позовет, кто-то должен быть рядом. На всякий случай, один Аллах знает. Все знаем тоже, для чего. Итак, пророк, алейхиссалату вассалам, очень обрадовался за его внимание. Как мать, она сейчас, которая переживает, не просто ушла. И начал пророк дуа делать ей. Такой дуа сделал: о Аллах, защити Асма спереди и сзади, и справа, и слева. От чего? От шайтана, мина шайтан раджим. Такой дуа делал. Она говорит, Асма, говорит, когда я услышал это дуа от пророка, это как благодарность. Я надеюсь, говорит, она самая, что я буду ждать перед Аллахом, самая такая вещь, которую я надеюсь получать от него благодать, это дуа, говорит. Сама, хотя она была, Асма муджахида была, говорит, которую газават делала и переселилась ради Аллаха. Но она в первую очередь на что надеется? На это, говорит, дуа пророка, который ей был особенно. Итак, пророк, алейхиссалату вассалам, сел и начал там дуа делать у них дома. И потом взял обратно воду, кувшина какой-то. Взял омовение, сделал пророк, алейхиссалату вассалам, и делал дуа в этой воде, где он омовение сделал. И сказал Фатиме: о Фатима, повернись ко мне с лицом. И взял с этой воды, побрезгал на ее грудь. И сказал Фатиме: повернись сейчас. И взял с этой воды на спину тоже побрезгал. И на голову побрезгал. И сказал: Аллахумма, я Аллах, инни уайзуха бика, я защищаю ее с тобой, ее поколение наслу от проклятого шайтана. Столько дуа делает пророк, алейхиссалату вассалам. И потом сказал: Али, повернись ко мне. И взял с этой воды, которую он омовение сделал, тоже побрезгал. И потом сказал: повернись спиной. Взял с этой воды и на спину побрезгал. И потом сильнейший дуа пророк, алейхиссалату вассалам, поднял руки и делал. И сказал: Аллахумма барик фихима, ва барик алейхима, ва барик лахума фи наслима. О Аллах, дай баракат между ними и все, что в них есть, и баракат, который от них идет на службу, есть потомство. И сказал: о Аллах, это мой дочь, Хази ибнати, и она самая любимая для меня, говорит, среди созданий. Аллахумма, и сказал: о Аллах, это мой брат Али, он тоже самый близкий человек и любимый человек для меня. О Аллах, сделай это Али для тебя самый близкий человек. И хафиян, то есть знающим человеком. Вабарик фи ахли, и дай баракат ему все вместе, то есть его жене. Ну, хотя мы увидим, как после смерти пророка, алейхиссалату вассалам, их убивали как бы душманы, враги ислама. Зная эти дуа, все, как пророк, алейхиссалату вассалам, переживал за их наслу, как бы не хотели уничтожить, алхамдулилля, они до сих пор есть. Как они могут их уничтожить, когда пророка дуа есть? Поэтому не смогли уничтожить. Алхамдулилля, они до сегодняшнего дня есть потомки пророка. Кто любит, кто ищет, тот, конечно, их найдет. Раз у них баракат, это баракат от пророка, это остается в них. Она передается, не просто разовый баракат. Сумма амсака, потом пророк, алейхиссалату вассалам, взял за ручку двери, когда он хотел выйти, и там начал васият делать. Я Фатима, дочь Фатима, ляка ма бидахиль байт, то, что внутри дома, это твоя обязанность. И говорит: я Али, ляка ма бихариджиль байт, о я Али, то, что внаружи дома, ты заботься здесь,
Ну, то есть не отправляй ее работу туда-сюда, здесь. То, что дома надо, необходимо, пускай делай. И так остановился возле двери он, продолжает дуа делает, чтобы Аллах от них такой зурия, чтобы баракатный зурия от них была. Уамсу фи хайри лайлати анис. И так провели самые лучшие ночки. Не как наши свадьбы, которые начинаются с харамами, развратами. То есть, как начинается, от этого много чего зависит. Это такой день побольше надо дуа делать и жена, и муж, и все близкие. Фаджаа яс'а. Когда утро наступило, пророк, алейхиссалату вассалам, обратно приходит к ней домой. Вакана би аби ва хуа умми иза асбаха. Это Айша рассказывает. Да будет Аллах курбан, мой отец. Да будет курбан, мой отец и мать ради пророка, алейхиссалату вассалам. Айша говорит, пророк всегда утром и вечером заходил, говорит, к ней, спрашивал, как у нее дела. Ну, как мы говорим, она самая любимая, получается, он не смог просто так время провести без нее. И попросил у них разрешения пророк. И спрашивает Али Асаба, «Кайфа ваджатта ахляка, я Али?» Как ты нашел свою семью, хей, Али? Он говорит, «Ни'аммал ауну аля таатилля». Ну, какое счастье, как хорошо для подчинения Аллаху. Помощь, какая хорошая помощь для подчинения к Аллаху. То есть настолько они, конечно, эту ночь провели в удовольствии Аллаха. И потом спрашивает дочери Фатима, а как ты нашел Али? Доволен? Она тоже сказала, факалат хайра ба'ли. Очень хороший муж, я Расул, я Абата, о мой отец, говорит. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, поднял руки и делал дуа. Опять то же самое дуа. Баракаллаху лякума ва барака фикума. Пусть Аллах баракат сделает между вами и над вами, и от вас все, что выходит. Ва ас'ада джаддакума. И пусть обрадует ваш дедушку, то есть Ибрахима, алейхиссалату вассалам. Дедушка Ибрахима. Пусть обрадует. Ва ахраджа минхума аль-касира таиб. Пускай от вас много баракат выйдет, говорит, от вас. Теперь в конце рассказывает нам Анас, радийаллаху анху, который долгожитель из асхабов, это называется, его зовут Анас. Валлахи, говорит, поистине я видел этот баракат, говорит. Все потомки пророка, которые он видел, Хасан, Хусайн и сыновья ихние, очень баракатные были, говорит, для общения, говорит. Хотя дом у них был, говорит, такой бедный от дунья, который бросали, но все-таки баракат у них это осталось, говорит. Алхамдулилlah, она, иншаллах, останется до судного дня. Дуа пророков на ветер не уйдет. Пусть Аллах нас обрадует с ними встречами побольше. Их встречат, любит, уважат и получат от них баракат. Амин, амин, амин. Вальхамдулиллахи раббил аламин. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب